Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона редактор Мария Ким. Со мной также мои коллеги Мария Новгородова и Михаил Эверстов. Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертности во всем мире. Инфаркты и инсульты случаются внезапно, и счет в таких ситуациях идет буквально на секунды. В 2011 году в рамках федеральной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Республиканской больнице номер 2 Центра экстренной медицинской помощи был создан региональный сосудистый центр. И в этом году сосудистому центру исполняется 15 лет. В центре работают бригады кардиологов, неврологов, анестезиологов, реаниматологов, эндоваскулярных хирургов и нейрохирургов. Диагностическая база позволяет проводить обследования в кратчайшие сроки, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ангиография, лабораторные исследования. Все это помогает точно оценить состояние пациентов. В центре применяются современные методы, которые позволяют спасать мозг и сердце без обширных разрезов. Но спасение жизни – это только первый шаг. Важно помочь человеку вернуться к привычной активности, поэтому сразу после интенсивной терапии пациенты проходят раннюю реабилитацию. И сегодня у нас в гостях Сарглана Федоровна Шарина, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия по нарушениям мозгового кровообращения, заведующая неврологическим отделением для больных с нарушением мозгового кровообращения РБ-2 Центра экстренной медицинской помощи, врач-невролог. Здравствуйте. Добрый день. Также у нас в гостях Филипп Васильевич Герасимов, руководитель региональным сосудистым центром РБ-2, врач-анестезиолог, реаниматолог. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую на студии, поздравляю вас с 15-летием. Спасибо. Ну и, конечно же, мой первый вопрос. Чем отличается инсульт от инфаркта? Так, если позволите, попроще, если сказать, да, и то, и другое состояние у нас связано с нарушением кровообращения. Только при инсульте это и происходит с головным мозгом, при инфаркте это нарушение кровообращения сосудов сердца. Ну вот при поступлении пациента, допустим, да, человека, вы сразу визуально можете определить, или вам конкретно какие-то нужно будет обязательно провести процедуры? Потому что же, человек не в состоянии, вот, допустим, поступает. И тут определить, инсульт у него или инфаркт. В этом плане заболевания очень сильно различаются. Вот, при инфаркте характеризуется резкой болью за грудиной. Инсульт проходит немножко по-другому. Давайте я расскажу, про инсульт. В инсульте всегда возникает нарушение речи, может быть угнетение сознания, и происходит парализация с одной стороны. То есть либо это слабая рука полностью, либо парализованная рука, либо парализованные ноги. И речь. Речь может быть невнятной, либо вообще отсутствовать. И также, это считается как первые признаки, то есть кто рядом находится с пациентом дома, допустим, родные, они должны сначала 3 главные признаки инсульта, это по лицу могут посмотреть, то есть искривленная улыбка, то есть сказать человеку улыбнуться, там уже лицо искривленное может быть, сказать какое-нибудь простое слово, чаще спрашивают как имя, и там уже либо вообще речи не может не быть, либо измененная такая, скажем так, так и называется дизартрия, то есть нарушение артикуляции речи. И сразу могут увидеть парализованную конечность. Вот эти признаки инсульта. А вот мне, допустим, как самому человеку, на что стоит внимание обращать, когда у меня, не дай бог, такое состояние начинается уже. Если рядом никого не будет? Самое первое, конечно, если рядом никого не будет, это, конечно, очень плохо, потому что для нас, кто лечит инсульт, у нас время самое важное, потому что у нас есть золотой час, 4,5 часа, и за это время пациент должен приехать в нашу больницу. И тогда будет оказана помощь. Помощь для того, чтобы предотвратить, чтобы осложнений далее не было. Но если вообще никого нету, конечно, это очень плохой
фактор Бывает такое, да, бывает такое, что человек, например, последний раз контакт с пациентом происходит, например, 2 дня назад или день назад, конечно, они там уже запущенные к нам приезжают, потому что там уже могут быть осложнения. А если кто-то рядом есть, конечно, это сразу же вызвать скорую помощь. Скорую помощь. Никаких от себя что-то давать таблетки, давать таблетки или что-то, например, говорят же, вот типа народный метод, это прокалывает кончики пальцев. Ничего такого делать не надо. У нас даже так и есть правило: ничего через рот, потому что при инсульте еще возникает нарушение глотания, то есть человек может поперхнуться, потом уже аспирационные дела, там уже следом вытекающие осложнения могут быть. Поэтому самое главное — это оповещение. Оповещение, скорую медицинскую помощь. Ну вот, уважаемые телезрители, радиослушатели, нужно вот запомнить ту информацию, которая сейчас массово практически распространяется в социальных сетях, о том, что если вы видите признаки прединсульта, нужно прокалывать. Это, оказывается, вообще ни в коем случае нельзя этого делать. Нужно позвонить сразу в скорую помощь и объявить о таком происшествии. Вы также можете позвонить к нам по телефонам 32 2066 и 32 11 66. Мы транслируемся сейчас в прямом эфире. Инсульт помолодел. Вот как не услышу, да? Инсульт молодеет, инсульт молодеет. Мне кажется, он вообще практически возраст это не имеет. Он как и раньше был, мне кажется, среди молодых. Давайте я тоже скажу на этот вопрос, да, отвечу. Вообще все зависит от питания, да, потому что есть факторы риска. Это артериальная гипертония, это заболевания сердца, такие как нарушение ритма сердца, фибрилляция предсердий, да, это сахарный диабет. То есть это те заболевания, коморбидный фон, когда человек, если ему уже выставлены вот эти диагнозы, он должен принимать определенные препараты. То есть при нарушениях ритма сердца это антикоагулянты, чтобы не образовались тромбы. При сахарном диабете это снижение, сахароснижающие препараты. Артериальная гипертония — это для снижения артериальной гипертонии препараты, да, то есть и ожирение, да, ожирение, конечно, это питание, здоровый образ жизни, бороться с гиподинамией, то есть двигаться надо много, да, и вот эти все состояния раньше были у, скажем так, у возрастных людей, да, а сейчас у нас тоже как бы еда поменялась, да, больше стали как бы гиподинамии развиваться, да, то есть люди особо не двигаются, да, в основном за рулем, дома, там на работе тоже сидячий образ жизни, это все, конечно, приводит к гиподинамии. И тогда, конечно, происходит ожирение и вот тоже с вытекающими осложнениями. И самое главное, конечно, наследственный фон, потому что если, например, близкий родственник, да, это вот родители или родные братья, сестры, у кого-нибудь был инсульт, конечно, профилактически мы как неврологи рекомендуем провести у себя, самим пройти МРТ головного мозга, потому что при МРТ головного мозга могут быть выявиться артериальные, скажем так, аномалии сосудов головного мозга, такие как артериальные аневризмы, артериовенозные мальформации, каверномы, да, и чаще они бывают тоже наследственные, то есть в роду, если у кого-нибудь тоже было, да, и осложнением вот этих сосудистых аномалий происходят геморрагические инсульты, такие как субарахноидальное кровоизлияние. Вот чаще субарахноидальным кровоизлиянием страдают пациенты молодого возраста. То есть разрывается, лопается вот это аномальное выпячивание стенки сосуда, такой мешочек такой, да, не выдерживает уже нагрузку. Да, нагрузку не выдерживает, поэтому они лопаются и тоже происходит инсульт. Поэтому как профилактически, вот еще раз повторюсь, МРТ головного мозга надо проходить. Тут я еще добавлю, что инфаркт и инсульт, они в принципе являются случается вследствие поражения сосудов. И довольно-таки сейчас распространенный фактор — это у нас, по сути, стресс. Темп жизни у нас довольно-таки сильно вырос. Значит, из-за стресса многие курят. И эти факторы, значит, стресс, он влияет на тонус стенки сосудов.
является одним из факторов повышения артериального давления у нас рано. И все это вместе с курением приводит к тому, что у нас происходит изъязвление стенки сосудов, где откладываются атеросклеротические бляшки, которые растут. И опять-таки на фоне стресса эти бляшки, они разрываются, что приводит к тромбозу сосуда, к его закупорке. Ну и опять-таки, если это сосуд на сердце, то это инфаркт, если это сосуд в голове, то это инсульт. Но опять же, вот говорят же, инсульт молодеет, а с инфарктом как дела обстоят? С инфарктом вот примерно то же самое, да. Тоже молодеет. Конечно, если это поражение у нас идет сосудов, то, соответственно, независимо от того, где они находятся, да, катастрофа случается в том или ином месте, да, соответственно, ну, там можно смотреть несколько факторов, да. Во-первых, никто раньше не мог подумать, что у человека может быть в раннем возрасте инфаркт или инсульт. То есть какое-то заболевание могло протекать и не регистрироваться. Значит, потом это выявляли там по кардиограмме спустя там несколько лет, например, да, и говорили, вы перенесли инфаркт, инсульт, такое тоже могло быть. Вот, сейчас улучшилась диагностика, это у нас появились и КТ в районах, да, плюс обучение, настороженность идет в этом плане у и докторов, и населения, все-таки информация поступает. Поэтому и обращаются все-таки лучше, чем лет 20 назад, например, да, и диагностические средства у нас лучше. Ну и профилактика, мне кажется, тоже, да, у людей как-то более-менее подтянулась, вот этот вот самый здоровый образ жизни, опять же, да? Ну, это замечательно. Вот почему здоровый образ жизни, так в любом, опять же, все регулировка питания самое главное, ну, в любом случае, опять же, этот стресс, ну, опять же, почему мы ему так подвержены? Вопрос интересный очень, мне да. Мне кажется, уже вопрос далеко. Философский вопрос. Я даже не знаю, что ответить. Ну, если брать именно вот нас не как вид, да, людей, например, у нас, например, резко континентальный климат. Да, это тоже дополнительный фактор стресса. Это перепады температуры летом, зимой более там 80 градусов. Организм каждый раз ему нужно перестраиваться то на холод, то на жару, да, то на дождь, на ветер. Соответственно, это, организм находится в стрессе минимум 2 раза в год у нас. Но опять же, вот смотрите, инсульт в легкой форме, да, если человек может перенести инфаркт, тоже в легкой форме. Люди даже об этом сами не подозревая ходят, все это переживают. И опять же, вот тяжелая форма. Там уже практически, нет, да. мы бы не стали выделять тяжелая, легкая форма, да, потому что, инфаркт есть инфаркт, инсульт есть инсульт. Да, да. Тут момент такой, что если инфаркт, он характеризуется сильным болевым чаще всего, но есть вот у нас такая особенность, что у нас довольно-таки высокий болевой порог, и не все обращаются с болью за грудиной, да, за медицинской помощью. Предпочитают отлежаться 2-3 дня, потом вроде как становится получше. Вот. При инсульте там ситуация еще хуже, потому что выраженного болевого нету. Да, и чаще в пожилом возрасте бывает так, что пациенты просто не обращаются за медицинской помощью. Допустим, симптомы у нас сильно выраженные, да, там, допустим, онемение какое-то может быть. И люди принимают это, значит, как за старость, особенности старения может быть такое. Сейчас поболит и пройдет, да, как мы обычно. Но после инсульта, мне кажется, последствия жестче, чем после инфаркта, физиологически. Да, жестче, потому что, как уже ранее говорила, что происходит нарушение речи, парализация в конечностях, и, конечно, реабилитировать сложно бывает. И давайте я вот по поводу обращения, да, чтобы люди вот не думали, если вот хоть какое-то малейшее там половинное онемение, нарушение речи, сразу обращались, потому что есть у нас, еще раз повторюсь, золотой час, 4,5 часа, где мы можем провести тромболитическую терапию, если человек к нам обращается в это время, золотой час. Поэтому вот сразу надо обратиться, вызвать скорую и
приехать, получается, к нам. То есть при ишемическом инсульте, да, если обращаются к нам в течение вот этого золотого часа, у нас проводится тромболитическая терапия. То есть это при ишемическом инсульте вводится препарат для именно растворения вот закупорившись тромба, который закупорил сосуд в головном мозге. И получается это вот практически лечение ишемического инсульта. В рамках, опять же, того золотого часа. Да, вот этого золотого часа. А если вне вот этого, скажем так, терапевтического окна, то, конечно, вот там препарат очень сложный, сложный, поэтому там у нас оговорка такая, именно вот в течение первых 4,5 часов должен обратиться человек. У нас телефонный звонок. Сейчас коллеги нас подключат. Алло. А телефона нет? Ладно. Я еще хотела сказать, вот этот вот самый укол ставят в рамках обязательного медицинского страхования. Да, обязательно. Все лечение проходит у нас, в принципе, в рамках обязательного медицинского страхования. Также есть у нас в Республиканской больнице номер 2 рентген-эндоваскулярные хирурги. Это интервенционная хирургия, который проходит, если вот также человек обращается в течение первых 4,5 часов, рентгенно-эндоваскулярные хирурги заходят через бедренную артерию сосудом, достигают до сосудов головного мозга и вытаскивает тромб, который закупорил сосуд, большой сосуд в головном мозге, и тем самым также вот это и есть, происходит, ну, это высокая технология. Это вот к тому, чему мы вот пришли, вся наша вот команда. И вот где, когда в новостях пишут, да, высокотехнологичные, вот это вот методика, это и есть. Это и есть. То есть этого раньше не было. Когда вот только вот сосудистая программа вообще Российской Федерации работает 2009 года, когда вот начались открываться вот сосудистые центры именно для того, чтобы для оказания медицинской помощи населению страны, да, получается, потому что летальность, то есть смертность, конечно, очень большая от именно сердечно-сосудистых заболеваний. Тут у меня вопрос поступил. Как отличить боли сердца от остеохондроза? Бывает, руки немеют, голова болит, но врачи постоянно говорят, что это остеохондроз. У меня, кстати, тоже так было, рука немела. Вопрос очень хороший, потому что стенокардия, она действительно может быть похожа на боли при остеохондрозе. И в этом случае лучше, конечно, все равно перебдеть, обратиться за медицинской помощью. Вот. Вам снимут кардиограмму. Если кардиограмма во время болевого синдрома, она показывает изменения по типу повреждения миокарда, так называемая ишемия. И в таком случае выставляется диагноз ишемической болезни сердца, и как острый коронарный синдром, если это впервые, то пациент направляется уже в стационар. В любом случае лучше перебдеть, да, чем недобдеть. От инсульта, от инфаркта вообще, мне кажется, никто не застрахован. И человек, также переживший и еще инсульт, и инфаркт, он может и на второй раз, да, по второму кругу этого. Да, может. Да. Очень верно сказали, потому что повторные инсульты, они очень, части инсульта, они очень тяжело протекают. Если, например, было, скажем так, легкая, да, немножко легкая симптоматика после первого инсульта, да, там легкий дефицит, легкая там уступчивость, там в левой руке, в левой ноге и немножко искривленное лицо, например, речь, да, а на повторный случай уже может быть инвалидизация уже тяжелой, то есть там постельный пациент может быть. Но для того, чтобы такого не было, конечно, рекомендуется вторичная профилактика. То есть после первого случая инсульта, инфаркта, да, мы рекомендуем пациентам принимать именно базисные терапии, препараты для того, чтобы повторного инсульта, инфаркта не было. То есть это кроверазжижающие препараты, гипотензивные препараты и холестерин снижающие препараты. Мы сейчас буквально на 4 минуты уйдем на рекламу, а потом продолжим нашу беседу. И тут опять поступил вопрос.
Мы продолжаем нашу беседу, говорим про инсульт, инфаркт, про профилактику, и до ухода на рекламу мы говорили о профилактике по вторичному, если вдруг, не дай бог, там пережить инсульт или инфаркт. Спасибо за слово. Про вторичную профилактику. Если вашему родственнику или вам лично назначили, да, после нашего лечения препараты, это от давления, то есть гипотензивные препараты, давление снижающие препараты, кровь разжижающие препараты. В примере скажу, аспирин, да, чтобы было доходчиво, да, и статины, то есть гипохолестериновые препараты, то вы вот этот препарат, вы или пациент, родственник ваш, знакомый, должен принимать постоянно в той дозировке, как указано и как вам рекомендует доктор. Потому что иногда, очень часто, да, вот из жизни рассказывают, что к нам поступают пациенты тоже повторно, да, иногда с районов поступают, иногда с города Якутска, да, поступают и говорят, а мы думали, только месяц надо принимать вот эти препараты. Мы все равно допрашиваем, там, анамнез берем у пациентов, да, и они говорят, нам думали так, поэтому еще раз вот доходчиво объясняю, что раз вам назначили, это пожизненно. И есть препараты, именно антикоагулянты называются, да, тоже ранее говорила, есть хроническая фибрилляция предсердий, это когда сердце антиаритмично, да, бьется, когда сердце, да, то есть ритм во время при нарушениях ритма сердца возникают маленькие микротромбы, и они в сердце образуются и летают, скажем, простыми словами объясняю, да, летают, они доходят до сосудов головного мозга и тоже закупоривает сосуд. И тогда тоже происходит кардиоэмболический вариант ишемического инсульта. И при таком заболевании, если при наличии этой фибрилляции предсердий, назначаются антикоагулянты для того, чтобы растворить вот эти тромбы. И если его назначает, также название скажу, например, да, можно сказать, да, ревароксабан, да, апиксабан, они назначаются тоже пожизненно, постоянно. То есть никаких прекращений. Как раз-таки вот повторные инсульты возникают, когда пациенты или вот эти, кто, в общем, до этого заболел инсультом, они самостоятельно прекращают прием препаратов. Думают, что стабилизировали ситуацию. Да, все хорошо стало, и они вот прекращают. Поэтому вот еще раз вот обязательно не надо вообще никаких прекращений без доктора. Самим не надо. У нас телефонный звонок, да. Здравствуйте, да. Я хочу спросить, а вот эта профилактика способствует улучшению здоровья и помогает ли препараты вот похудеть, например? Вот Адмирал я слышал, Азимприн я слышал. Что вы знаете про эти препараты, когда их принимать и вообще то, что врачи мне их не назначали? Это, думаю, профилактика ожирения. Да, спасибо за вопрос. Тут более другие препараты, да? Наш слушатель спрашивает. Да, значит, препараты, которые для похудения, они назначаются при крайней степени ожирения, когда человек уже не может самостоятельно добиться лучших результатов. Значит, это, во-первых. Во-вторых, их эффект до конца он не исследован. Да? Значит, какие последствия будут от приема этих лекарственных препаратов, мы пока не знаем. Они в обороте буквально несколько лет у нас, да, а отдаленные последствия будут известны еще лет через 5, скорее всего. Вот. И, значит, по крайней мере, в других странах уже начинают, насколько я знаю, бить тревогу о том, что неконтролируемо идет назначение этих препаратов. И то, что они именно как препарат для похудения рекламируются. Мы же все хотим быть стройными и красивыми, да, и прям ведемся на всякие вот эти вот рекламные... Мне кажется, в любом случае нужно сперва обратиться к врачу. Врач-эндокринолог, мне кажется, в этом очень даже поможет, да, в плане ожирения. У нас вопрос. Какое давление должно быть, это вот в моем возрасте, в 45 лет норма, в 55 лет и в 80 лет? Говорят, у каждого возраста разные показатели. Это не совсем так. Значит, да, действительно есть пациенты
немножко отличающимся от идеального 120/80 давления. Но верхняя граница, например, для систолического артериального давления 140. И если у вас давление повышается выше, то уже выставляется диагноз артериальная гипертония и назначаются лекарственные препараты для контроля давления. Надо посмотреть, что вы действительно правильно измеряете. Как бы повышение давления — это функциональная особенность организма. И интересует именно давление, которое у нас в покое. То есть перед измерением давления сели, выдохнули, посидели минут 5 спокойненько, потом только измеряем давление. А идеальное 120/80? Считается референс, да, 120/80. Но опять-таки есть люди, у которых там с молодости давление 90/60 может быть. И если у них это давление не повышается там процентов на 10-15 от исходного, то гипертония не выставляется. Но вот если у них давление доходит до 120, уже можно ставить артериальную гипертонию. Ну, что-то у меня идеальное, оказывается. Тогда. У меня рабочие 118. Так, у меня густая кровь, но врач не назначает кроворазжижающие препараты. Могу ли я принимать кардиомагнил без рецепта врача? Ой, вопрос прямо такой, потому что мало данных, да, на основании чего выставлен, во-первых, густая кровь, да, это нужны какие-то лабораторные показатели, а во-вторых, кардиомагнил назначается при наличии факторов риска, просто густая кровь, она не подходит для этого. Так говорят же, кардиомагнил. Та же самая. Мне с маркетинговой вот этой вот работой врачи тоже должны провести работу, потому что мы же все думаем, кардиомагнил отжижает кровь, и мы все идем и покупаем. Оказывается, обязательно для этого существует диспансеризация, мне кажется, да? Да. Абсолютно бесплатная, к тому же. Если человек заболел инсультом в районе, можно ли его перевести в РБ-2, или как этот перевод происходит? Говорят, в какие-то дни пациентов принимают в РБ-2, либо в РБ-1. Давайте я отвечу, да. Если уже возник инсульт в районе, да, вообще у нас республика разделена, у нас в республике 2 региональных сосудистых центра. Первый региональный сосудистый центр головной — это республиканская больница номер 2, Центр экстренной медицинской помощи, и есть кардиососудистый центр, это республиканская больница номер 1. И все районы республики, они поделены по региональным сосудистым центрам. И поэтому вопрос такой, что откуда этот пациент, например, да, вот конкретно вот этот пациент, которого спросили, да, например, Арктика, северные районы, они относятся к РБ-1, Вилюйская группа к РБ-1, а к РБ-2 заречная группа районов, и южная — это Нерюнгри, Алекминск, вот они к РБ-2. И близлежащие районы — это горные, Намцы. Поэтому смотря где прикреплен. Но если потому что все районы, они еще относятся к первичным сосудистым отделениям, которых у нас в республике 8. Это в Нерюнгри, в Мирном, Мегино-Кангаласском районе, в Алдане, в Ленске, в Алекминске, Нюрба и в Нюрбе, Вилюйск. Это вот такие отдаленные, да? Это первичные сосудистые отделения. И если, например, вот этот пациент уже находился вот в перечисленных районах, в первичных сосудистых отделениях, то этому пациенту потребуется второй этап медицинской реабилитации. Вторым этапом медицинской реабилитации занимается РКБ номер 3. Это лечебно-реабилитационный центр на Сергелявском шоссе. Я думаю, нам еще надо рассказать немножко про теле-ТЛТ. Телемедицина. Да, телемедицина. Спасибо, Филипп Васильевич, что напомнил. В общем, 2022 года, когда к нам приезжал главный невролог Российской Федерации Шамалов Николай Анатольевич и главный невролог Екатеринбурга Алашеев Андрей Марисович, у нас заработала сеть теле-ПСО, то есть сеть телеконсультируемых первичных сосудистых отделений. Это как раз-таки в нашем регионе очень актуальное. Почему? Потому что у нас регион очень большой, у нас нет дорог,
у нас вообще транспортной развязки как таковой нету, да, и после, скажем так, развития вообще новой коронавирусной инфекции, вообще в районах, в центральных районных больницах очень много, да, где стоят компьютерные томографы. И вот, если пациент, опять же, да, в этих в районах, где установлены КТ-аппараты, поступает тоже пациент, обращается в первые 4,5 часа с признаками инсульта. Золотой час, да. И этому пациенту проводят нейровизуализацию, то есть проводят компьютерную томографию и выставляется инсульт, да, скажем, ишемический инсульт, да, и выходит по телемедицинской связи со специалистами Республиканской больницы номер 2 нейрореанимации, да, РБ-2, то если показания есть для проведения тромболитической терапии, то этому пациенту проводят телетромболизис. Таких районов у нас в республике сейчас 11, которые занимаются и лечат инсульт. То есть не обязательно ехать куда-то, ну, скажем так, сосудистое отделение, да, отделение, чтобы лечили инсульт. Самое главное, это вот, опять же, повторюсь, золотой час. И вот таких пациентов у нас в центральные районные больницы поступает и тоже проводится тромболитическая терапия. Эта программа у нас работает 2022 года. И вообще, мне кажется, да, вот опять же, да, вот настолько у нас медицина развивается, нацпроект, продолжение в нацпроекте у нас сейчас идет в новом, да, телемедицина. И этому пациенту, который вот обратился в золотой час, проводится вот в реальном времени тромболитическая терапия, то есть доктора в ЦРБ по видеосвязи прямо в реальном времени вот с помощью докторов ОРИТ ОНУМК Республиканской больницы номер 2 проводят вот такую высокотехнологическую помощь. И затем вот этот пациент в последующем уже приезжает к нам, в нашу больницу, да, и проводится уже первый этап медицинской реабилитации и долечивания, если надо будет, до обследования, да. Еще скажу, что у нас в Республиканской больнице номер 2 с прошлого года открылось отделение сердечно-сосудистой хирургии, да, именно для проведения каротидных эндотерэктомий. Это про то, что вот говорили, случился инсульт в остром периоде ишемического инсульта. В течение первых 14 дней от момента инсульта проводят операцию. То есть, простыми словами, операцию проводят на сонных артериях. То есть удаляют бляшку, которая, скорее всего, послужила причиной развития. Да. Это все в стенах нашей больницы, то есть пациенту не надо ничего, да, например, выписываться, а потом куда-то повторно обращаться, да, это все, значит, в одну госпитализацию все это проводится, коллегиально решается, и вот этому пациенту, если есть показания, то проводится еще вот этап операции также. А по линии инфаркта? По линии инфаркта, значит, тромболитическая терапия проводится уже довольно-таки продолжительное время, да, это более изученное в этом плане заболевание. Значит, когда возникает инфаркт, значит, самыми лучшими это являются первые 2 часа, да, потому что в этом случае можно выйти с минимальными последствиями после заболевания. Значит, когда подозревается в районе инфаркт миокарда, снимается электрокардиограмма. Посредством телемедицины есть, значит, система, которая автоматически отправляет их в дистанционный консультативный центр. Там эта кардиограмма, то есть в городе Якутске, описывается, выставляются те или иные изменения. Значит, если это происходит где-то далеко от центральной районной больницы, например, фельдшер, в акушерском пункте, фельдшер получает вот это вот описание кардиограммы, плюс клиническая картина у него есть, он может провести в таком случае тоже тромболитическую терапию. В данном случае это проводится без визуализации, проводится лечение, и дальше пациент уже эвакуируется до центральной районной больницы. Если инфаркт подтверждается, то он уже едет обязательно либо в город Якутск, да, это практически со всей республики, либо в город Нерюнгри, это город Нерюнгри и Алдан. Вот. Это связано с наличием в городе Якутске и городе Нерюнгри ангиографов, про которые мы уже говорили. Принцип примерно такой же, да, то есть
закрытый сосуд, разорвавшийся бляшкой, тромбозом, проводится реканализация, то есть этот сосуд открывается, и, значит, в место, где находится вот эта извлеченная бляшка, устанавливается стенд. Стенд — это такая металлическая пружинка, которая вставляется внутрь сосуда, и тем самым она препятствует дальнейшему развитию тромба. Да. Ну, тромб удаляется, там, получается, стенка сосуда у нас сильно изъязвлена, и там Да. начинает формироваться новый тромб. Чтобы этого не было, чтобы бляшка не росла внутрь сосуда, устанавливается металлический стенд, как каркас. Ничего не понятно, но очень Да, интересно. очень интересно. Маленькая пружинка от ручки, Сосудах, представляете, да? Ага. Да, Ну вот примерно так представила. Да, примерно Ага. так. Вот эта пружинка, она в виде ниточки вводится и раскрывается внутри сосуда и становится каркасом для этого сосуда, чтобы бляшка не прорастала внутрь. Это вот и есть высокотехнологичные операции вмешательства, да? Да. Мгм. У нас остались считанные буквально минуты. 15 лет вашему центру. Очень сложная и большая работа. Просто мы в 40 минут наши не уложимся никак. Какая работа у вас идет в рамках, опять же, юбилейного вашего мероприятия? В рамках юбилейного мероприятия мы проводим уже 6-ю по счету научно-практическую конференцию с межрегиональным участием. Значит, Приедут коллеги, я так понимаю, из других Да, регионов да. страны. да, приедут коллеги из других регионов страны. Вот, Мастер-классы. мастер-классы будут проводиться. Мы также позвали докторов с районов наших, Мгм. да, для того, чтобы они могли воочию убедиться, посмотреть, как все происходит, Мгм. также подкрепить, скажем, свои знания. Да, все-таки стажировка, она, помогает, да, Мгм. немножко не расслабляться, немножко видеть, как работают другие люди, пытаться соответствовать. Вот. И надеемся, что это даст положительный результат. Обязательно. Мгм. Обмен опытом — это практически тоже, да? Развитие такое. Конечно. Мгм. Мгм. Конечно же, и не забывайте о своих наставниках, о ветеранах. Обязательно. Мгм. Мгм. Наш ветеран Кузьмина Земфира Макаровна, все знают в республике это имя. Это основоположник вообще нашей сосудистой ангионеврологии, вообще республики, вообще на Мгм. Дальнем Востоке, да? Ничего себе. Ага. Мгм. А на Дальнем Востоке вот Земфира Макаровна, она будет нашим уважаемым гостем на все вот эти наши Мгм. мероприятия, которые будут. Третьякова Любовь Ивановна. Тоже. Я так думаю, что сейчас мы вообще не Мгм. сможем именно ваших уважаемых ветеранов уместить тут в 15 И наших наши секунд, да? научные консультанты. Мгм. Николаева Татьяна Яковлевна, Чугунова Саргалана Афанасьевна. Мгм. В общем, Кулбанова Елена все. Семеновна. Елена Семеновна Кулбанова. Все, спасибо большое, огромное за то, что вы пришли. С наступающим праздником.